Красоту в душе создает живой оркестр, красоту вокруг – участники субботника. На уборке в Ленинском саду сегодня студенты и преподаватели Казанской консерватории. Это на самом деле праздник. Даже не для того, чтобы поработать, а просто встретиться, послушать красивую музыку. Видите, когда музыка звучит, другое настроение. Здесь же грабли взяли в руки депутаты и сотрудники аппарата Госсовета. Многие пришли с детьми и внуками. Раньше убирались в Летском саду, но для многих именно Ленинский – любимое место отдыха. Садик моей юности, здесь рядом университет. Мы здесь гуляем очень часто, и работа здесь рядом Госсовет, и дом у меня здесь недалеко. Поэтому, даже личное такое мое участие здесь считаю очень важным. Мусора здесь не так много, а вот сухих листьев на сотни мешков. Вместе навести порядок после зимы – долг каждого жителя, уверены парламентарии. Совместная уборка – польза и для города, и для коллектива. Рассчитывать только на то, что сотрудники жилищно-коммунального хозяйства справятся с этой задачей, это достаточно большой объем. И вот такая работа, мне кажется, она нас объединяет. Мы таким образом вносим свою лепту в общую копилку нашей республики. Коллективный труд всегда это пробуждает у друг друга уважение, поскольку видишь, как человек с большим желанием трудится. Это видно сразу, в труде все это вещи видны. Кто-то сачкует, кто-то активно работает в этом плане, с душой. Вспоминается то детство, когда мы вместе с общеобразовательными учреждениями, со своими одноклассниками выходили на субботники, организовывали их, убирали. И вот сегодня и сын пошел на субботник, и мы взрослые. Я хочу, чтобы тут было все чисто, и чтобы дети тут гуляли и радовались этой природой. На уборке татарстанские единороссы, работники общественной приемной партии, молодогвардейцы. Субботники для нашего народа на протяжении уже практически 100 лет – это по-настоящему добрая традиция. Народ приходит с особым удовольствием. Это видно по лицам. Это нельзя заставить. К 10 часам утра здесь собрали уже почти полный КАМАЗ листвы. А запланирована еще одна машина. И это только в Ленинском садике. 3, 2, 1. В Березовой роще поселка Мирный на уборку вышли и сотрудники исполкома во главе с Ильсуром Медшиным. Убирались в формате состязаний «Чистые игры», которые организовала компания «Сибур». 500 участников поделились на команды и собирали мусор на скорость. Сегодня не просто субботник, а сегодня игра-квест для того, чтобы все, кто сегодня находится на площадке, немного поиграли и поработали на результат. Кто больше соберет, кто больше покреативничает и действительно выйдет с умным результатом. Результатом должно стать и развитие культуры и отношения к отходам, говорит мэр Казани. Он поблагодарил всех, кто принял участие в субботниках. Только сегодня на разные площадки вышли 25 тысяч казанцев и сотрудники 900 предприятий. Мы выходим в те места, где нет дворников, где нет управляющих компаний, нет предприятий благоустройства, но люди в течение года туда приходят, и, к сожалению, некоторые по-прежнему оставляют мусор. Надеемся, новый сезон летний откроет новую страницу, когда все жители Казани и гости столицы сочтут за правило за собой убираться и не мусорить. Санитарно-экологический двухмесячник в республике стартовал 1 апреля. К уборке уже приступили все муниципалитеты, доложили на республиканском совещании. Весна в этом году ранее, поэтому некоторые районы начали наводить порядок, не дожидаясь 1 апреля. Только за первые 3 недели на средники и субботники вышли 227 тысяч человек. Благодаря общим усилиям на полигоны вывезено более 120 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов. Также этой весной высадили более 180 тысяч деревьев. Санитарно-экологический двухмесячник продлится до конца мая. Алина Зинатульна, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.